В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Безопасность и комфорт превыше всего. Власти Якутии уделяют особое внимание состоянию дорог в преддверии игр Манчары и Сэхолонхо. Узнаем, какие участки уже отремонтированы. От гуманитарных наук до IT-технологий СУФУ предлагает широкий спектр образовательных программ. День открытых дверей дал абитуриентам возможность выбрать направление, соответствующее их интересам. Юные таланты покоряют небо. 17 команд из школ и учебных заведений Якутска борются за звание лучших операторов дронов. Алдан приветствует гостей из Докучаевска. Школьники из подшефного города приехали в Якутию, чтобы познакомиться с ее культурой и традициями. Триумф нерюнгринских хоккеистов в Китае. Юные спортсмены команды «Энергия» вернулись с турнира с заслуженными наградами. Мы продолжаем подводить итоги Международного арктического форума, который в эти дни проходил в Мурманске. На самом форуме приняли участие 1200 человек из 21 страны мира. Об этом сообщил вице-премьер полпред ДФО Юрий Трутнев. В рамках деловой программы состоялось порядка 20 мероприятий. 150 спикеров выступили с докладами и предложениями, как сделать Арктику лучше и комфортнее. Также участники обсудили вопросы социально-экономического развития арктических территорий, эффективного освоения ресурсного потенциала региона. Одной из главных тем форума стало развитие Северного морского пути. В честь 500-летия его освоения форум проходил 2 дня и стал большой площадкой для сотрудничества. В арктической зоне реализуется около 1000 проектов. Вместе с Дальним Востоком эта цифра превышает 5000. Арктика сегодня реализует проектов на 35 триллионов рублей. Мы не найдем сегодня, да и, наверное, искать не надо, каких-то проектов, которые стоят похожие на это деньги. Нам надо вот наши проекты привести в то состояние, когда они будут рентабельны, когда Северный морской путь будет развиваться и будет конкурентен по ценам по отношению к Суэцкому каналу. Вот это все, чем надо заниматься. Власти Якутии активно готовятся к проведению крупных республиканских мероприятий. 22-й спартакиады по национальным видам спорта, игры Манчары в Татинском районе и Сэхолонхо в Нерюнгринском районе. Особое внимание уделяется ремонту и благоустройству автомобильных дорог, сообщил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Анатолий Потапов. В Татинском районе, где с 7 по 13 июля пройдут игры Манчары, уже отремонтированы региональные дороги Уалба-Булун и Харбалах. В Нерюнгри, где 4 и 5 июля состоится и Сэхолонхо, дорожные работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Нерюнгри продолжается строительство жилого комплекса «Покровские ворота». Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе. 192 обладателя нового комфортного жилья заселятся в свои квартиры уже в сентябре текущего года. Строительство идет строго по графику, обеспеченность строительными материалами и конструкциями стопроцентная. Стать участником программы могут молодые специалисты в возрасте до 35 лет, а также студенты. Для каждой категории разработаны специальные правила получения такого жилья. Благодаря субсидиям из бюджетов разного уровня арендная плата за двухкомнатную квартиру составит около 12-15 тысяч рублей. Здесь предусмотрены по программе арендного жилья 1- и 2-комнатные квартиры. Однокомнатная квартира – это 35-36 квадратов, двухкомнатная – это в пределах общей площади до 50 квадратов. Квартиры сдаются полностью мебелированные и обеспечены всей бытовой техникой, что человек, который заходит в эту квартиру, он имеет все полностью. Холодильники, стиральные машины, телевизоры, всю бытовую технику и также мебель для комфортного проживания. В СФУ состоялось вскрытие туши мамонтенка Яна, обнаруженного в 2024 году на научном стационаре Батакайка в Верхайнском районе Якутии.
Ученые отобрали образцы для комплексных исследований, которые помогут определить точный возраст животного, особенности его развития, рацион питания, условия обитания и другие важные данные. Ректор СВФУ Анатолий Николаев подчеркнул сенсационность находки для мировой науки, отметив, что мамонтенок Яна может дать ответы на многие вопросы о жизни этих древних животных. Предполагается, что геологический возраст находки превышает 50 тысяч лет, а индивидуальный возраст мамонтенка около года. В исследовании участвуют ведущие российские и зарубежные специалисты по мамонтовой фауне. Мамонтенок Яна стал 6-м найденным в мире мамонтенком и 2-м в Канаде. Мы действительно столкнулись с уникальной находкой. Действительно, животное, которое больше 100 тысяч лет провела в якутской многолетней мерзлоте, сохранилось очень хорошо. Мы видели интактные ткани, мышечные ткани, бурый жир, в котором мамонты запасали питательные вещества и воду для своей жизни. Видели сохраненные Петри кишечника и желудка, видели печень и легкие. Все это сохранилось достаточно хорошо для того, чтобы молекулярно-генетические исследования и микробиологические исследования были успешными. Северо-Восточный федеральный университет распахнул свои двери для абитуриентов. Посетителям профориентационной ярмарки рассказали об образовательных возможностях ведущего вуза Якутии. Подробнее в сюжете Эржен Гармаевой. Сегодня в главном учебном корпусе СВФУ многолюдно. Университет встречает будущих абитуриентов. На профориентационной ярмарке представлены 19 учебных подразделений. СВФУ – многопрофильный университет, потому и список образовательных программ широк – от медицины до психологии. Мы не конкурируем с другими факультетами, мы стараемся действительно ориентироваться на интересы абитуриента и тем самым привлечь их и получаем самых заинтересованных студентов на первом курсе. И вот такие ярмарки нам в этом очень сильно помогают, потому что здесь мы обмениваемся контактами, опытом, мы рассказываем о том, какие специальности. Например, потому что студент приходит и говорит, я хочу быть психологом, а в последующем он знает, что у нас есть целых 3 специальности. И здесь мы ему помогаем, куда же он все-таки хочет, рассказывает о том, как можно поступить, где работают наши выпускники. Представители университета также ознакомили абитуриентов с нововведениями в правилах приема. В первую очередь, через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн, то есть через госуслуги, абитуриенты могут подать помимо бакалавриата и специалитета на программы еще СПО, то есть среднее профобразование, магистратуру и аспирантуру. Далее, вместо бумажного оригинала аттестатов или дипломов, при зачислении абитуриенты пишут только заявление о согласии на зачисление или, соответственно, выставляют соответствующую галочку в госуслугах. Дни открытых дверей СВФУ организовывает ежегодно. При этом университет привлекает внимание выпускников не только из Якутии, но и из зарубежных стран. Джеджи Бландель получила степень бакалавра в родном Камеруне. Сейчас она активно готовится к поступлению в магистратуру Северо-Восточного федерального университета. Я здесь, потому что хочу поступить в финансово-экономический институт. Сейчас я учу русский язык и в следующем году буду пытаться поступить сюда. Поэтому я пришла узнать побольше об институте. Как вы видите, атмосфера тут отличная. Абитуриенты довольны. Мне очень подробно рассказали об образовательных программах. Все замечательно. Профориентационная ярмарка проводится в преддверии приемной кампании, которая начнется уже 20 июня. В следующем учебном году СВФУ готовится принять на бюджетные места больше 4000 человек. Эржена Гармаева, Георгий Григорьев, Якутск. В Алдане среди выпускников школ республики проведена 12-я предметная олимпиада на целевые места в Дальневосточный университет пути сообщения в Хабаровске. Подробнее об этом далее. В этом году за целевые места боролись 46 выпускников из 7 районов и городов республики. Это является беспрерывной профориентационной стратегией компании «Железные дороги Якутии». Мы ездим по школам, по районам, по улусам, встречаемся, начиная с 7 класса с учащимися и проводим профориентационную работу, то есть рассказываем, где мы обучаем студентов, чтобы к нам пришли работать. Потом знакомим с компанией и так далее.
Олимпиада организована компанией «Железные дороги Якутии», Министерством образования и Дальневосточным университетом путей сообщения. Компания обеспечила проезд, проживание, питание и досуг участников Олимпиады. Всегда я своим детям говорю, что поступая и заканчивая Дальневосточный государственный университет путей сообщения, всем будущим выпускникам будет обеспечена качественная работа, будет обеспечено жилье, ну и самое главное, все социальные условия, которые необходимы. По итогам Олимпиады вручен 21 сертификат для поступления в Дальневосточный университет путей сообщения. Из них 8 по математике, 8 по информатике и 5 по физике. Но главное, что мы помогли этой Олимпиаде ребятам сделать выбор, ну или хотя бы определиться со своей будущей специальностью. Они познакомились с профессиями железной дороги Якутии и вообще с профессией железнодорожника. И мы надеемся, что в нашем вузе мы встретим этих ребят, и они станут хорошими студентами. Кадровая стратегия компании и усилия преподавательского состава в результате принесут компетентных специалистов, необходимых для железнодорожной отрасли. Власий Сергеев, Анатолий Гоголев, Алдан, Якутск. На программу «Якутия. Земля героев» регулярно поступают заявки на участие от бойцов спецоперации как в отпуске, так и на передовой. Прошедших отбор зачисляют на различные программы. Так, 25 первых отобранных участников будут зачислены в очную программу обучения. И еще 25 человек, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, будут отобраны в резерв. Тем же, кто не смог пройти первичный отбор, предоставят доступ к обучающим видеокурсам и возможность подать заявку на следующие потоки программы. Для них мы предлагаем пройти обучение по программе профессиональной переподготовки, которая называется «Государственное муниципальное управление». Она полностью дистанционная, и она позволит людям подготовить к себя поступлению на следующий год на очный формат. И еще есть те, а их достаточно большое количество, по сути, их получилось более 260 человек. Это те, кому мы предлагаем пройти курс повышения квалификации онлайн-школа управленца. В Якутске выявляют лучших операторов дронов. В столице региона стартовал Кубок Министерства образования и науки. Побороться за медали заявились 17 команд из школ и учебных заведений СПО столицы. Подробнее о соревновании в следующем сюжете. Программа соревнований включала в себя состязания по 3 секциям. На специализированных трассах гонка проходила в отдельных классах. Дроны до 7,5 и до 13 сантиметров в размере. Здесь они должны показать свои навыки и мастерство управления аппаратом на крутых виражах, ведь победителей выявляют по большему количеству пройденных кругов. Мы готовились, на каникулах готовились, на кружки ходили после школы, занимались после школы. Год уже занимаемся. Когда проходишь трассы, то тебе становится интересно их проходить. Уже увлекаешься самим процессом. Кроме того, состязания проводились и на техническом симуляторе, который полностью повторяет физику полета дрона. Сложность трассы зависела от выбора декораций, которыми могли выступать скальные хребты, свободный полет по равнине или маневрирование в городских джунглях. Если человек хочет попробовать себя в этом направлении, да, сначала мы проводим теоретическую часть, потом дети уже приступают к симулятору, вообще как это управлять дроном, какие режимы бывают, ну и, соответственно, как это попробовать себя в роли спортсмена. Мероприятие проводится уже 2-й год и, по словам организаторов, привлекает все больше молодежи республики. Всего участниками Кубка стали порядка 120 школьников, студентов и их преподавателей. Дает возможность, да, то есть проявить себя, показать свой класс, да, для управления дронами. Ну и как раз-таки одна часть — это профориентационная работа. То есть мы сейчас работаем по организации работы по профориентации, да, то есть дети, которые принимают участие именно по программе беспилотной авиационной системы, они в дальнейшем могут уже начать свою карьеру, да, поступить на учебное заведение и дальше уже трудоустраиваться по этому направлению.
По итогам состязаний из победителей и призеров будет сформирована сборная команда Якутии по гонкам дронов, которые в дальнейшем примут участие в официальных соревнованиях всероссийского уровня. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. В Алдан с дружеским визитом прибыла группа школьников с Докучаевска, города, над которым Якутия взяла шефство почти 2 года назад. Для гостей подготовлена насыщенная программа, включающая посещение золотодобывающих предприятий и поездку в село Хатыстыр. Первыми впечатлениями ребята поделились с нашими корреспондентами. Зайдя после завтрака в тренажерный зал Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, ребята сразу решили, что обязательно вернутся сюда вечером, чтобы позаниматься. А первый визит в зал стал частью ознакомительной экскурсии по спортивной школе. Чемпионат спорта – это жизнь. Надо ходить на все, пока есть возможность. В Алдан школьники из Докучаевска прибыли с дружественным визитом. Заселение в школу Олимпийского резерва стало отличным вариантом. Здесь ребята попробуют покататься на горных лыжах и на сноуборде, а также побывают на соревнованиях по скоростным видам зимнего спорта. Впечатление просто в первое, это что мы увидели, это снег, потому что у нас таких зим, увы, нет. Ребята прям от таких гор снега, прям впечатления у них лучшие. Огромное количество снега ребят восхитило, а мороз северной весны ничуть не испугал. Хозяева предложили гостям теплую одежду. Впрочем, и в своих куртках подростки не замерзли. По их мнению, на улице совсем не холодно. У нас там все равно, мне кажется, холоднее, потому что у нас более влажный климат и у нас ветрено. И поэтому у нас -5 уже будет холоднее, чем здесь. Программа пребывания школьников весьма насыщена. До обеда ребята посетили Центр дополнительного образования. Здесь гостей ожидала квест-игра, а в художественной студии они учились создавать необычные картины в технике рисования буквами. Наряду с увлекательным досугом ребят ожидает множество интересных встреч, первые из которых состоялись в день прибытия в Алдан. У нас была экскурсия по городу, и мы побывали в вашей администрации. Нам рассказывали за шахты с золотом. И вот хотелось бы побывать именно там. Гости уже пообщались и со сверстниками. Алданцы, участники движения первых, рассказали товарищам о реализуемых проектах и наиболее весомых достижениях. В свою очередь, первым Докучаевска тоже было чем поделиться. Наше местное отделение движения первых Докучаевска больше занимается патриотическим воспитанием молодежи. Это участие во всех всероссийских акциях, местных акциях по патриотическому воспитанию. Это посещение оставшихся узников концлагерей. Для гостей принимающая сторона подготовила массу интересных и увлекательных мероприятий. Подростки ознакомятся с работой золотодобывающих предприятий и побывают в селе Хатыстыр, а также попробуют силы в новых для себя видах спорта и творческих занятиях. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Москве в Центральном доме Российской армии состоялась 29-я церемония вручения высших наград в области журналистики «Золотое перо России». Награды присуждаются ежегодно по 7 номинациям. Как отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, из 73 награжденных престижной общероссийской премией 28 журналистов – представителей федеральных средств массовой информации. Специальным призом Союза журналистов России за вклад в развитие медиаиндустрии и эффективное управление отмечен руководитель одной из крупнейших медиакомпаний Якутии «Сахапечать» Нургуяна Стручкова. Медиахолдинг объединяет 34 улусные и районные редакции, 7 республиканских изданий, включая якорный портал «Улус-Медиа». Такое признание, такая радость, такое счастье ощутить результат всей большой работы, большого коллектива. Коллектив у нас очень большой, это 34 редакции, которые были объединены в последние 3 года в одно большое учреждение «Сахапечать». Мы такая большая система, которая сохранила все районные редакции. И вместе, конечно, это часть каждого из нас, каждого якутянина, я думаю. И просто такая гордость за всех, за нас, за каждого члена моей команды, коллектива Большого Сахапечать.
Юные шахматисты Якутии показали выдающиеся результаты на соревнованиях различного уровня. На чемпионате Дальневосточного федерального округа команда республики завоевала 4 медали, включая награды всех достоинств. Успехи продолжились и на всероссийской арене. Полина Пак одержала победу на главном юниорском старте страны по рапиду. Валерия Слепцова вписала свое имя в историю якутских шахмат, завоевав первую для республики золотую медаль по классическим шахматам высшей лиги первенства России. Я очень рада этому. Просто очень красивые медали, очень красивые кубки. Говорили то, что просто пробраться уже на Россию это было уже успехом, а не то, что стать чемпионкой или вообще там какие-то места занимать. Еще растут некоторые маленькие тоже таланты. Я видела, есть мальчики особенно растут, и девочки тоже некоторые. Но девочек не так уж и много. В этом поколении тоже довольно мало по сравнению с мальчиками. В Якутске прошло награждение участников первой спартакиады специальной олимпиады России среди детей с интеллектуальными нарушениями. Соревнования прошли в рамках реализации федерального проекта «Инклюзивный спорт без границ». За награды спартакиады поборолись команды из 7 районов республики и сборная Якутска. Всего участниками стали более 90 спортсменов. Состязания прошли по легкой атлетике, футболу, настольному теннису, бадминтону и пауэрлифтингу. По итогам первой спартакиады будет сформирована сборная республики для участия во всероссийском этапе по мини-футболу «Матч добра» в Республике Дагестан в сентябре этого года. Это является тем, что наши дети социализируются, и как бы здесь мы обучаем их социализироваться и инклюзивное. Значит, дети вместе стараются общаться с детьми как инклюзивные. Да? Эти ребята, соревнуясь, сами становятся лучше. И каждое соревнование для них – это победа над собой. Продолжают пополнять копилку высоких достижений юные спортсмены Нерюнгринского района. Накануне хоккейная команда «Энергия» вернулась с турнира по хоккею с Китая с высокими наградами. Подробности у наших коллег. Юные хоккеисты из Нерюнгри завоевали кубок в Китае. В Харбине прошел турнир по хоккею среди детей 2014-2017 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 10 команд из разных провинций Китая, а также команда «Энергия» 2015-2016 из Нерюнгринского района. В целом турнир показал хороший уровень иностранных игроков, да, то есть из стороны КНР. Ребята очень способные там. Турнир в целом проходил очень на достаточно высоком уровне. Игры были все напряженные, то есть не было таких перевесом шайб в 10 штук. В целом все понравилось. От нашей команды ездило 12 человек, то есть 11 полевых, 1 вратарь. Таким составом и дошли до первого места. Ребята молодцы, бились самоотверженно с первой до последней секунды. Наши юные спортсмены продемонстрировали слаженную командную работу, высокий уровень подготовки и, как результат, отличную игру и в упорной борьбе завоевали главный трофей турнира. Китайские спортсмены очень сильные. Мы старались их выиграть. Мы собрались силами и выиграли. Турнир очень понравился, команды были сложными. Мы пахали, очень старались за первое место и выиграли. Поездка супер просто. Нерюнгринская школа хоккея по праву считается одной из лучших в республике. Многие из юных хоккеистов всерьез задумываются связать свою жизнь с этим видом спорта. А значит, впереди упорные тренировки, новые турниры и, безусловно, блестящие победы на соревнованиях самого разного уровня. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.